Здравствуйте! Вы смотрите проект «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Вирусы — наши постоянные спутники. С какими-то из них наша иммунная система справляется молниеносно, даже не давая нам понять, что в организм вторгся чужак. Какие-то вызывают легкую простуду, проходящую за пару дней, а какие-то заболевания гораздо серьезнее. Вирусы гепатита выбрали для себя мишенью печень, важнейший орган человека, от работы которого зависит жизнь организма. Как не допустить вторжения такого врага в организм и что делать, если заражение все-таки произошло? Сегодня в нашей программе мы поговорим о вирусных гепатитах и здоровье печени с заведующей поликлиникой Центра СПИД инфекционных заболеваний Еленой Кротовой. Добрый вечер, Елена Михайловна. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители. Давайте начнем нашу программу, наверное, с ответа на такой, казалось бы, банальный вопрос: как организована работа врача-инфекциониста? Спасибо за вопрос. И прежде чем на него ответить, хотелось бы сказать, что инфекционная служба имеет свои определенные цели и задачи. Это диагностика, это лечение и это профилактика инфекционной патологии. И, соответственно, врач на месте, инфекционист, подозревая инфекционную патологию, обязательно должен вовремя выставить диагноз, провести лабораторные, инструментальные исследования и назначить правильное лечение, и, соответственно, потом, так скажем, эффективность этого лечения отследить. Также инфекционная служба мониторирует эпидемиологический процесс и, соответственно, занимается мерами профилактики распространения инфекционного процесса. На сегодняшний день в Республике Саха-Якутия у нас соблюдается трехэтапный, так скажем, период наблюдения для пациентов. Это догоспитальный и послегоспитальный этап на уровне поликлиник города Якутска и Республики Саха-Якутия. И госпитальный этап – это стационары. На сегодняшний день нас, инфекционистов, 77 человек, практикующих, активно практикующих и имеющих действующий сертификат инфекциониста. И если мы говорим о вирусном гепатите С, на сегодняшний день есть такая структура, как дневной стационар, в которой проводится как раз-таки вот это специализированное лечение хронических вирусных гепатитов С и хронического вирусного гепатита Дельта в рамках системы ОМС. Ну вот как раз Минздрав России в 2022 году утвердил новые клинические рекомендации, по которым мы, собственно говоря, обязаны работать с 1 января 2025 года. Вот что произошло нового? Какие изменения, возможно, есть, и по каким стандартам сейчас оказывается медицинская помощь вот как раз пациентам с гепатитом С, пока о нем начнем. Да, абсолютно так. Клинические рекомендации вообще являются стандартом оказания медицинской помощи, и для инфекционистов это настольная книга, поскольку там прописано, начиная от этиологии и патогенеза заболевания, заканчивая правильными подходами к лечению, как правильно выставить диагноз, как правильно подобрать противовирусную терапию в зависимости от стадии заболевания и, соответственно, как правильно наблюдать пациентов. И если ранее, если говорить об изменениях как раз вот в этих клинических рекомендациях, когда мы назначали противовирусную терапию и наблюдали пациентов, мы ежемесячно просили пациента сдать анализ на полимеразно-цепную реакцию РНК вируса гепатита С и смотрели так называемый вирусологический ответ, то сейчас на сегодняшний день, так скажем, данная процедура не требуется. В ходе лечения данный анализ не сдается. Его пациент сдает через 12 недель, то есть через 3 месяца после проведенной терапии. И если у пациента не было продвинутой фазы болезни, то при отсутствии вируса мы уже можем снять диагноз и можем снять пациента с наблюдения, с диспансерного наблюдения. Вот. А что касается пациентов с продвинутой фазой болезни, то даже если мы победили вирус, если элиминации его уже нету, то пациент все равно пожизненно остается на диспансерном наблюдении, и он обязательно должен проходить контроль УЗИ органов брюшной полости 1 раз в 6 месяцев и проходить контроль так называемого онкологического маркера альфа-фетопротеина, поскольку
поскольку даже противовирусная терапия, проведенная успешно, не спасает пациента от перехода в гепатоцеллюлярную карциному, к сожалению. Но вот если мы сегодня говорим о гепатите С, все-таки чем он опасен? Это инфекция медленно текущая, вяло текущая. И поэтому очень часто бывает, что иммунная система не замечает его проникновения. И вот этот постепенный процесс, о котором пациент не знает, острый процесс в 80% случаев переходит в хронизацию. И если он продолжается в таком вяло текущем режиме, то естественное течение данного заболевания – это через 20-30 лет переход в цирроз печени. А на фоне этого цирроза узлы цирротические могут перерождаться также в онкологическую патологию. Поэтому есть опасность возникновения гепатоцеллюлярного рака. Насколько это заболевание распространено сейчас в Республике Саха-Якутия? В прошлом году в Российской Федерации был введен так называемый регистр по хроническим вирусным гепатитам. Он сейчас ведется в электронном виде. И на сегодняшний день по гепатиту С исчисляется приблизительно 4500 пациентов, которые нуждаются в наблюдении и лечении. А как передается это заболевание? Вирус гепатита С относится к инфекциям, которые передаются кровоконтактным путем. Поэтому обязательно, чтобы заразиться, нужно нарушение целостности кожных покровов. Поэтому, когда мы общаемся с пациентом, когда мы первый раз пытаемся определить, где же, когда мог пациент получить вирус, мы должны обязательно уточнить наличие операции в анамнезе, обязательно уточнить наличие переливаний крови. Стоматологическая помощь, к сожалению, тоже имеет место быть в данном случае. Половым путем может передаваться данный вирус. И на сегодняшний день мы можем сказать, что маникюрные кабинеты, татуировки, пирсинги тоже могут, так скажем, передать данный вирус, но если эта процедура проведена не стерильным инструментом. А как защитить тогда себя от этого заболевания? Какие практические советы можете дать? Практические советы, конечно, если говорить о гепатите Б, то там существует специфическая профилактика. Да? Если пациент вакцинирован, то, соответственно, он защищен от данной патологии. А гепатит С, он все-таки очень разнообразный, у него 6 типов. Так скажем, 6 генотипов. У каждого генотипа есть свой еще субтип, а еще у этого субтипа еще мелкие субтипы. Поэтому, к сожалению, вакцинации против вируса гепатита С не существует. И, соответственно, каждый человек, дабы во избежать инфицирования, избежать данной патологии, обязательно должен мониторировать свои походы действительно в косметологические какие-то кабинеты и оценивать, как работает данная Ну и специалисты организации. Да, данная организация в плане соблюдения санпина. А вот как быть с врачами? Ведь мы все-таки более подвержены вирусной нагрузке, постоянный контакт. Как себя защитить? Да, конечно. Не только врачи, вообще медицинские работники, особенно те, которые занимаются манипуляционными процедурами, находятся в группе риска. Поэтому однозначно, конечно, мы должны соблюдать все должностные инструкции согласно санитарным правилам. Работа должна быть обязательно в перчатках. После работы с каждым пациентом замена перчаток. Ну, а если вдруг все-таки какая-то аварийная ситуация произошла, то однозначно есть правила поведения, как вести себя в этой ситуации. Нужно будет промыть рану, обработать ее спиртом, йодом, заклеить и оформить ситуацию в аварийном журнале. Угу. Вот теперь еще раз по поводу гепатита С, уже по тактике лечения, мы начали немножко ее затронули. Вот как изменились подходы к лечению за последние годы?
Подходы к лечению изменились абсолютно кардинально. Если в старые годы, так скажем, это в 2000-е годы, была терапия пегилированными интерферонами в сочетании с препаратом рибавирин, которая длилась в течение 6 месяцев, иногда до года. И, к сожалению, вот эта терапия имела огромное количество побочных эффектов. Поскольку препараты пришли из онкологической практики, то, соответственно, конечно, и побочные эффекты были налицо. И эффективность этой терапии была 50 на 50. То есть кому-то везло, кому-то не везло. Пациенты больше мучились, но выздоравливали из них не все. Где-то ориентировочно с 2015 года произошел прорыв в медицинской практике. Появились так называемые препараты прямого действия, которые не имеют побочных эффектов абсолютно. Это таблетированная форма препаратов. Курс лечения короткий. Это 8 недель. 12 недель, и те пациенты, которые иногда перелечиваются у нас, это 16 недель лечения, то есть максимально до 4 месяцев может лечиться пациент. А помощь оказывается бесплатно? Да, на сегодняшний день вообще в Республике Саха-Якутия у нас 3 программы. Это программа по системе ОМС в рамках дневного стационара. Там лечатся пациенты с продвинутой фазой фиброза, с продвинутой стадией заболевания, либо не продвинутой, но имеющих какие-то сопутствующие заболевания, которые отягчают течение хронического гепатита С. Вот. Есть федеральная программа, по ней лечатся пациенты с непродвинутой стадией болезни. И также есть программа дополнительного лечебного обеспечения, которая касается только инвалидов. То есть инвалиды могут быть не только с заболеванием печени, это могут быть инвалиды по любому заболеванию. И помощь оказывается абсолютно бесплатно. А вот терапию можно начинать сразу после того, как был выявлен вирус? На сегодняшний день есть такая возможность. Если мы обследовали пациента, обнаружили у него антитела к вирусному гепатиту С, вторым шагом исследования обязательно идет вот полимеразно-цепная реакция. И если вирус активен, то мы данному пациенту уже должны предложить противовирусную терапию, поскольку эффективность ее достаточно высока. Эффективность это 95-97%. И фактически буквально с первой встречи с пациентом мы можем обещать ему выздоровление. Угу. А как долго длится вообще терапия по времени? Еще раз, наверное, повторюсь. Да, это короткие курсы лечения, 8 недель. Есть схемы разные. 8 недель – это 2 месяца, 12 недель – 3 месяца. И в индивидуальных случаях 16 недель – 4 месяца. И можно ли говорить о том, что будет ремиссия? Или болезнь все равно свое возьмет? Однозначно ремиссия будет. И речь идет не только о ремиссии, а о полном выздоровлении. И если у пациента не продвинутая фаза заболевания, если у него нет высокой степени фиброза, если у него нет цирроза, то пациент полностью выздоравливает. И даже пациент с продвинутой фазой болезни также. Печень ведь орган регенераторный, она, так скажем, при устранении причины, она восстанавливает клеточки. И, соответственно, состояние печени после лечения однозначно улучшается. Ну, если взять ваш опыт работы непосредственно с этими пациентами, вот из 4500 тех, кто вот зарегистрирован в регистре, сколько уже на стадии выздоровления, скажем так? Статистические данные по противовирусной терапии говорят о том, что рецидивы либо какое-то ухудшение – это единичные случаи. Поэтому устойчивый вирусологический ответ констатируется в 95% случаев. То есть вот те, кто в регистре, они уже почти все Да, выздоровели? фактически так. Ну, надо еще понимать, что гепатит С – это еще и сопутствующее заболевание для ВИЧ. И наверняка у вас здесь есть пациенты в вашем центре, у которых есть обе инфекции. Какие тогда методики применяются к таким пациентам?
Да, вообще, как бы пути передачи, что у ВИЧ-инфекции, что у хронического вирусного гепатита С, они абсолютно идентичные. Поэтому, соответственно, конечно, наши пациенты ориентировочно 70% от всех наших взятых на диспансерном учете имеют вирусный гепатит С. И надо сказать, что обе инфекции усугубляют друг друга. Как ВИЧ может усугубить течение заболевания печени, также и вирус гепатита С может усугубить течение ВИЧ. Поэтому таких пациентов мы однозначно должны подвергать противовирусной терапии. И для них существует отдельная программа. Финансирование идет из федерального бюджета, а подходы по лечению фактически идентичные. Схемы лечения одни и те же, такие же, как у пациентов с моноинфекцией. Единственное только, что с учетом лекарственных взаимодействий мы индивидуально под каждого пациента подбираем схему антиретровирусной терапии, которая сочетается именно с лечением хронического гепатита С. А если описать портрет пациента с гепатитом С, кто это? Молодой человек, молодая девушка или это уже пожилые люди, которые вот в рамках диспансеризации выявили какие-то проблемы, а выяснилось, что у них гепатит С? Скорее всего, возраст не имеет значения, да, заразиться может каждый. Но больше все-таки мы сталкиваемся на сегодняшний день с пациентами, которые в 80-е, 90-е годы получали гемотрансфузии, потому что в свое время ранее, во время родов, были расширены показания по гемотрансфузиям, и достаточно большому количеству женщин переливалась кровь, а на станции переливания крови не было карантинизации. Это сейчас донор как бы приходит, сдает кровь, его обследуют на ВИЧ, на маркеры вирусных гепатитов, и плюс еще и методом полимеразно-цепной реакции его обследуют. И его кровь в работу идет только через 6 месяцев после того, как его еще раз пригласят на обследование. То есть тут учитывается именно период окна у данных инфекций. И если донор чист через 6 месяцев, только тогда кровь идет в работу. А если мать является носителем гепатита С, передастся ли плоду? К сожалению, иногда, да, передается, но процент этот небольшой. По статистике это 5-15% случаев. Все зависит от того, как ведет себя вирус в организме матери. Если вирусная нагрузка низкая, если вирус реплицирует неактивно, то передача минимальна. А если все-таки вирус активный, больше чем сотни тысяч, больше чем миллионы, десятки миллионов, то тогда, конечно, медицинскими работниками решается вопрос уже о родовспоможении в виде кесарево сечения, и желательно тогда ребенка не кормить грудью. Вот. В принципе, вот подходы такие. А так, беременную женщину с вирусом гепатита С обязательно обследуют в первом триместре и в третьем триместре перед родами. И там уже индивидуально подбирается тактика для каждой женщины. Ну, вот анализы на гепатит С, на моей памяти, так часто люди не сдают в рамках и обычных медосмотров. Вот как тогда выявлять это заболевание? Только по основанию каких-то симптомов, но это уже, получается, стадия это запущена. Да. Вот как быть? В этом плане у нас появилась вообще очень хорошая новость. С января 2025 года стартовал национальный проект, который называется «Продолжительная и активная жизнь». И вот в рамках этого проекта на сегодняшний день в диспансеризацию ввели обязательный скрининг на маркеры вирусных гепатитов Б и С. Да? Поэтому, соответственно, благодаря вот этому скринингу теперь мы будем выявлять пациентов, которые даже не подозревают о своем заболевании, они даже и не думают о том, что они, возможно, больны, и что им нужно обязательно наблюдение и лечение. Хорошо, если, допустим, вот он в рамках этого скрининга прошел, увидел, что в анализах положительный результат на гепатит С, его дальнейшие действия.
Значит, дальнейшие действия такого пациента. Он обязательно должен подойти на прием к инфекционисту. Ну, если его выявили по диспансеризации, то это, в принципе, работа участковой службы. Да? Дальше он идет сразу к узкому специалисту, к инфекционисту поликлиники по месту жительства. И вторым шагом исследования обязательно будет исследование на полимеразно-цепную реакцию РНК вируса гепатита С. И тут тактика будет разная. Если вирус не обнаружен при наличии положительных антител, да, через 12 недель такого пациента еще раз приглашают на данный анализ. Если этот анализ опять же не обнаружен, через 24 недели еще раз приглашают. И если двукратно мы получаем данный анализ неопределяемым, то, согласно клиническим рекомендациям, диагноз хронического вирусного гепатита С уже не ставится, ставится стадия спонтанной ремиссии, и такого пациента из-под наблюдения медиков отпускают, и как бы человек свободен. Вот. А если все-таки вирус активный, то тогда уже решаются подходы к лечению. Естественно, такого пациента необходимо дообследовать. То есть мы должны уже оценить состояние его печени, состояние его здоровья, насколько вирус успел печени навредить, поскольку мы не знаем, сколько лет вирус проживает в организме. Да? Поэтому это общий анализ крови обязательно с подсчетом тромбоцитов, это биохимические параметры обязательно мы должны оценить, печеночные пробы. Мы должны посмотреть коагулограмму, УЗИ органов брюшной полости с осмотром сосудов печени, сосудов селезенки. Если это необходимо, нужно сделать фиброгастродуоденоскопию. И обязательно нужно провести такое исследование под названием эластометрия на аппарате фиброскан. Это аппарат, который измеряет жесткость печени. И на сегодняшний день с его помощью, это неинвазивный метод исследования, с его помощью мы можем оценить состояние печени, то есть степень вот этого фиброза, степень активности воспалительного процесса внутри по степеням: 1, 2, 3, 4, вплоть до цирроза печени. И хотелось бы отметить, что вот эта эластометрия с прошлого года в стенах нашего центра СПИД проводится по системе ОМС. Абсолютно бесплатно для пациентов, но это касается только хронических вирусных гепатитов Б, С и дельта. Вопрос от зрителя. Можно ли на глаз определить человека с гепатитом С? Рядом гепатитов можно, желтенький будет и так далее, а вот с С как бы. Вот как раз-таки нет, такой пациент не будет желтенький, у него фактически не будет никаких симптомов, такой пациент будет выглядеть абсолютно так же, как все остальные люди. Отличить его будет на глаз невозможно. Ну вот сразу вытекает вопрос, если человек узнал, что у него гепатит С, какая у него должна быть не тактика лечения, а тактика его личного поведения? Вот что он не должен делать? Вообще опасна его кровь, конечно, да, в первую очередь. Поэтому в быту, в принципе, как бы объятия, поцелуи, рукопожатия, общая посуда, это все не возбраняется, потому что бытовым путем данный вирус не передается. Но кровоконтактные пути, они все-таки имеют место быть, поэтому в домашних условиях бритвенный станочек, да, то есть колющие, режущие предметы, это только единоличное пользование и больше никак по-другому. Да. Острая расческа, которая может дать повреждение кожных покровов волосистой части головы. Вот. И зубная щетка должна быть отдельно, то есть там, где могут быть микротравмы. Во всем остальном ведет себя так же, как обычный человек. А насколько лечение зависит от положительного настроя самого человека, у которого был установлен данный диагноз, и вот его самонастрой на обязательный постоянный прием препаратов? Конечно, от настроя очень много зависит, и есть такое понятие, как приверженность. Да? И когда мы только начинаем лечение, обязательно каждому пациенту объясняется, как принимать таблетки, с чем принимать, поскольку это таблетированная форма, концентрация препарата держится ровно сутки.
затем она падает, вот, и, соответственно, пациент должен ровно в одно и то же время принять следующую таблетку, чтобы, так скажем, держать вот это плато, на котором мы должны достигнуть вирусологического ответа. И пациент, принимающий все лекарства вовремя, не пропускающий, естественно, добьется успеха. А вообще в целом, как надо проводить, на ваш взгляд, профилактические мероприятия? На что делать упор? Как работать с молодежью, например? Ну, вообще, наша организация «Центр СПИД», ну, даже название, наверное, да, как бы по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями всегда уделялось этой работе очень большое значение. У нас даже есть отдельный отдел профилактики, который ведет данную работу и проводит выездные десанты по школам города, республики, средним специальным заведениям, высшим учебным заведениям, по организациям они ездят и проводят лекции обязательно, да, как бы вот по различным патологиям, по инфекционным патологиям. Плюс в рамках вот этих акций проводится экспресс-тестирование методом ИХ на 5 инфекций. Через 15 минут, в принципе, уже готов ответ с подозрением на какую-то определенную инфекцию, либо ВИЧ, либо вирусный гепатит. И такому пациенту, конечно, сразу рекомендуется обратиться к специалистам, к узким специалистам за помощью. А вот какой бы вы совет дали бы подросткам, например? Может быть, стоит проводить мероприятия прямо в школе, чтобы ребята понимали о той проблеме? Однозначно, да. Молодое поколение сейчас очень заинтересованное, да, они открытые, они готовы слушать. И я думаю, что тут вообще консолидация должна быть и между школой, и между семьей в плане, так скажем, избежание рискованного поведения среди молодежи, да, поскольку в основном из-за этого возникают же проблемы, да, и поэтому что школа, что родители в семье, что, может быть, старшие братья и сестры, обязательно такое общение с подростками должны проводить. Ну и вот в завершении, наверное, нашей беседы вопрос такой, связанный с действиями пациента. Ну вот мы говорили о том, что узнал анализ, надо лечение получать, но вот как он должен действовать? Если он получил анализ в поликлинике, он должен дожидаться какого-то направления или, например, самостоятельно к вам обратиться в Центр СПИД? Если самостоятельно, то в какое окно, в какому специалисту? Ну, вообще, согласно приказа нашего Министерства Республики Саха-Якутия, разработана маршрутизация для данных пациентов. Он обращается, получается, в поликлинику по месту жительства к инфекционисту. Инфекционист полностью его обследует. И если он принимает решение о необходимости противовирусной терапии, то сейчас в электронном формате инфекционист заполняет так называемую телемедицинскую консультацию для решения данного вопроса на врачебной комиссии. И врачебная комиссия подтверждает как бы данные результаты и потом прикрепляет пациента к какому-то учреждению, которая занимается противовирусной терапией. На сегодняшний день по республике у нас 14 медицинских организаций, получивших лицензию именно на проведение вот этой специфической терапии. Так, а вот Якутский центр СПИД, он тогда отвечает за кого? Якутский центр СПИД также имеет дневной стационар, достаточно большие объемы по лечению у центра СПИД. Также еще у дневного стационара ЕРКБ достаточно большие объемы, это по городу Якутску. Также фактически все поликлиники города тоже занимаются лечением, поэтому и по месту прикрепления может пациент получить лечение, и также и у нас. А так, Центр СПИД на сегодняшний день является головным учреждением по методической работе для инфекционистов. Ну вот, заканчивая тему гепатита С, да и в целом беседу, кто к вам может обратиться вообще в Центр СПИД, с какими проблемами? Потому что название видят СПИД и боятся. Ну, у меня СПИДа нет, и дай бог не будет, я к вам не пойду. Ну, вообще пациенты как бы знают
да, что могут обратиться. В принципе, любой желающий человек, имеющий проблему с печеночной патологией, он может записаться через регистратуру и подойти к нам на прием. Мы никому не отказываем. То есть консультативная помощь, в принципе, оказывается каждому желающему. В рамках обязательного медицинского страхования в том числе? Нет, в рамках обязательного медицинского центр не работает, но мы работаем в рамках госзадания. Прием у нас бесплатный. Хорошо. Спасибо большое, Михаил, что сегодня подошли к нам в студию, рассказали очень интересные вещи о тактике ведения гепатита С, о том, как она поменялась за последние годы, потому что я прекрасно вспоминаю, 15-20 лет как тому назад об этой проблеме вообще в принципе-то не говорили. Всегда на слуху был гепатит Б. А гепатит С, он немножко поскоку, а на самом деле проблема серьезная, которая в последующем при отсутствии адекватного лечения может привести в том числе и к летальному исходу в силу тех поражений органов, которые гепатит С вызывает. Ну а современная тактика позволяет его вылечить полностью. Ранее вообще говорили «ласковый убийца», и вообще как будто, когда пациенту ставили такой диагноз, это звучало как приговор. На сегодняшний день это далеко не приговор. Это излечивание. Спасибо еще раз. Я хочу напомнить, что на студии была Елена Михайловна Кротова, заведующая поликлиникой Республиканского центра СПИД по борьбе с инфекционными заболеваниями. Мы поговорили на важную тему, связанную с гепатитами. Еще раз благодарю за эту интересную беседу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошла к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем обо всех деталях, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Оставайтесь с нами, будьте здоровы. Всего вам самого доброго. До свидания.